Здравствуйте, в эфире новости Центральноазиатского региона, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Пытки российского муфтия в Узбекистане, 6 лет строгача за посягательство на Ислама Каримова. Долларовый спекулянт, враг таджикского народа. Республика готова ввести уголовный срок за операции с валютой. Известная узбекская певица Наргиз Закирова стала жертвой вип-ксенофобов в Москве. Халимов, Назарзада, Саидов, кому достаются конфискованные миллионы, заводы и фабрики таджикских осужденных. Накануне в Узбекистане в Андижанском областном суде вынесен обвинительный приговор заместителю муфтия Кировской области России Тимуру Турсунову. Ему инкриминировали сразу целый букет статей Уголовного кодекса Узбекистана, начиная от экстремизма и вербовки людей на Ближний Восток и заканчивая посягательством на президента Ислама Каримова. В последнем слове Турсунов заявил о пытках в камере, показал изуродованное тело, но суд пропустил это мимо ушей. Преследование Тимура Турсунова началось еще 5 месяцев назад, когда он, уроженец Узбекистана, получивший российское гражданство и ставший заместителем муфтия Кировской области, решил навестить пожилую мать, все еще живущую в Андижане. По его прилету сотрудники службы национальной безопасности в течение 4 часов не выпускали его из аэропорта, выясняя цели его визита. Однако после допроса его все-таки отпустили. Осознав, что дело может закончиться плохо, муфтий решился срочно покинуть Узбекистан, избрав для этого автодорожный пункт пропуска на границе с Кыргызстаном. Вместе с матерью он добрался до КПП на границе, однако на ее же глазах, буквально в 100 метрах от кыргызстанской границы, лица в гражданской одежде затолкнули его в машину и увезли в неизвестное направление. 2 месяца мать обивала пороги госучреждений, МВД, СНБ, прокуратуры, но никто ничего не знал о судьбе российского гражданина. Только после обращения к правозащитникам выяснилось, что он содержится в Андижанском МВД, куда, кстати говоря, мать не раз обращалась. За 2 месяца следствия и 3 месяца суда узбекской Фемиде удалось доказать, что муфтий виновен в наемничестве и переправке людей на Ближний Восток, в экстремизме, в укрывательстве преступлений, а также в посягательстве на президента Каримова, выраженное клеветой. В последнем слове российский муфтий призвал суд обратить внимание на его изуродованное пытками тело. Он показал уши, которые перестали слышать, следы ударов от электрошока, но суд был неумолим. 6 лет колонии строгого режима. Как мог посягнуть российский муфтий на Ислама Каримова? В действительности ли он экстремист и вербовщик, рассказывает правозащитник, который вел это дело с самого начала, Бахром Хамроев. Так и ему такое обвинение. Естественно, это статьи, такие тяжелые статьи, посягательства на жизнь президента, и поступление вербовка, вербовочная работа. И вот вначале, конечно, ему первый этап ему хотели предъявить уголовное дело в пользу России. Как агент российских спецслужб. Вот такое абсурдное обвинение ему предъявили, с которой 158 статья Уголовный кодекс узбекский, посягательство на президента республики, и 223, да, это незаконный выезд на территорию Узбекистана, хотя он все время ездил и без проблем не было никакой. 241 точно такой же, не сообщение о преступлении и укрывательстве и так далее. Вот такие абсурдные статьи этого человека предъявили обвинения. Он в суде сказал, что он не признает никаких выдвигаемых обвинений, он не признал. Более того, и когда судья спрашивал, почему вы признали в ходе следствия, он показал левое ухо, что он сейчас не слышит, ему электрошоком принимали электрошок и надавили на его физическое и психологическое давление. Конечно, он был вынужден в каком-то этапе, он признал все это выдуманные статьи.
Любые операции по обмену валюты вне банков будут караться сроком до 9 лет лишения свободы, заявил глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзада. Он подчеркнул, что менять иностранную валюту в республике можно исключительно лишь в банках и кредитных организациях, и всякий обмен вне этих учреждений является незаконным. В ближайшее время поправки, ужесточающие, по мнению банкиров, незаконный обмен, будут представлены парламенту для утверждения. Главный банкир страны заявил, что цель изменений – недопущение повышения курса иностранной валюты по отношению к национальной, которая, по его словам, в основном осуществляется спекулянтами. Впрочем, банкир пытался объяснить девальвацию Самани и другими способами, при которых всякий раз он как бы оставался невиновным. Вину за рост долларов он свалил даже на Россию, которая допустила 10 выходных дней в начале января. Из-за этого, мол, наши банки не смогли обменять рубли на доллары, поэтому произошел рост курса доллара к Самани. Как именно рубль влияет на курс Самани к доллару, банкир не разъяснил. Наверное, посчитал, что это само собой разумеется. До этого на совещании он же предлагал еще одну конспирологическую теорию обесценивания Самани. По его мнению, в республике есть некие заинтересованные круги, которые топят Самани. Кроме того, банкир сообщил, что все работники операционок могут не надеяться возобновить деятельность. Пусть около 1000 человек сейчас ищут другой способ заработка. Хотя еще месяц назад Национальный банк в ответ на митинг валютчиков заявлял, что после Нового года работа обменных пунктов будет точно возобновлена. До этого президент страны тоже отличился глубокими познаниями финансового рынка. Рахмон заявил, что курс Самани должен устанавливаться в банке, а не на рынке. Очевидно, он вспомнил советскую юность, когда курс действительно спускался сверху, а речи о рыночной экономике не было. Лекцию о зависимости курса национальной валюты от разных факторов, а не только от спекулянтов на базарах, для руководства Таджикистана прочла глава отдела экономики Института экономики РАН Аза Мигранян. Огромное количество безналичных, точнее наличных расчетов, которые не включаются в оборот безналичной денежной массы. И поэтому банковская сфера здесь не полностью охватывает все процессы, проистекающие на валютном рынке. Поэтому здесь будет частичный охват интересов и не будет отражать реального состояния. Любое ограничение будет вызывать отток денежных средств в теневой сектор и, соответственно, рост курсообразования и объема обмена валюты именно в теневом секторе, что не жалко. За прошлый год Национальный банк Таджикистана произвел валютные интервенции, чтобы хоть как-то удержать Самани, на сумму 445 миллионов долларов. Это было сказано вчера. Банкир при этом категорически отказался называть общую сумму золотовалютных запасов, хотя, в общем-то, подобная информация у других стран открыта, она не представляет особой тайны. Он только туманно заявил, что эти запасы увеличились. Если принять во внимание, что в 2013 году они составляли $1 миллиард, то получается, что половина запасов уже истаяла. Между тем, глава таможенной службы Таджикистана Абдуфаттох Гаиб признал, что и в его ведомстве не все в порядке. Недосбор таможенных платежей составил 11%, вместо 512 бюджет получит только 450 миллионов долларов. Однако и это не предел падения. На следующий год будет еще хуже, отметил чиновник. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. Срок принятия единого таможенного кодекса Евразийского экономического союза пока не ясен из-за множества расхождений в позициях стран-участниц Союза, сообщил глава таможенной службы России Андрей Бельянинов. Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах прибыл в Ашхабад, чтобы проинспектировать ход подготовки страны к Азиаде 2017 года. Ни одна из сторон не подняла вопроса многочисленных нарушений прав 100 тысяч туркмен, которых выселили из своих домов без компенсации в рамках подготовки столицы к играм. Военную технику и оружие казахстанского производства будет покупать Иордания, в том числе партию бронированных колесных машин «Орлан», пулеметы и приборы ночного видения. Правительства Иордании и Казахстана подписали соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Очередной раунд неформальных переговоров между Кабулом и посредниками в лице Пакистана, США и Китая вокруг возобновления диалога с талибами пройдет 6 февраля. Ранее Талибан заявил, что готов сесть за стол переговоров, если будут отпущены из тюрем политзаключенные.
За прошлый год банки Казахстана резко сократили темпы кредитования населения. За январь-ноябрь в общей сложности было выдано кредитов на 21% меньше, чем за тот же период 2014 года. В афганской провинции Кандагар дети нашли в поле минометный снаряд и принесли его для игры в дом. Снаряд сдетонировал, в результате погибла девочка и получили ранения еще 6 человек, находившихся в доме, в их числе 5 женщин и 1 ребенок. Стоимость разведанных запасов месторождений полезных ископаемых в недрах Узбекистана составляет около 10 триллионов долларов. Большую часть из запасов составляют месторождения строительных материалов, затем пресные минеральные воды и углеводороды. При столь богатых запасах население Узбекистана зачастую проводит зимы без электроэнергии и газа, который властями экспортируется за рубеж. Впрочем, очевидно, власти Таджикистана все-таки нашли незатейливый способ пополнить бюджет страны. Для этого, согласно решению суда, они конфискуют все имущество осужденного предпринимателя, бывшего министра промышленности Заида Саидова, включая дом, где живут его родственники, забывая об этом, что сами нарушают закон. Судебные исполнители Душанбе прибыли по месту проживания многочисленных родственников бывшего министра, требуя освободить жилье, которое подлежит конфискации в соответствии с решением суда. Они готовы изъять в пользу государства не только дома самого Саидова, но и все его родни, которые даже зарегистрированы на них. Так, например, изъятию подлежит дом брата бывшего миллионера, который был куплен тогда, когда сам Саидов был еще студентом. Претензии заявлены и на дом, где живет супруга опального политика и его дети. Согласно закону, если в доме человека, в отношении которого применяется конфискация, живут его родственники, которым идти некуда, то недвижимость не изымается. Саидов действительно очень богатый человек, вернее был им. Известно, что уже у него конфисковано как минимум 2 крупные швейные фабрики, ряд заводов и недвижимость. Ранее имущество было конфисковано у перешедшего в ИГИЛ Гулмурода Халимова, это ряд санаториев и ресторанов. После в казну отошло имущество мятежного генерала Назарзада, это фабрики и недвижимость. Это известно, а неизвестно же, куда все это имущество пошло далее, на каких аукционах продано и кому принадлежит сейчас. Между тем, арестованные накануне брат и сестра Бузургмехра Йорова, адвоката партии Исламского Возрождения, до сих пор не вернулись домой. Они были без ордеров в Душанбе арестованы, чтобы воспрепятствовать их встрече с иностранными адвокатами, которых едва самих не посадили. После того, как арестовали моего отца, начался процесс конфискации его имущества. Конфисковали все, что у него имелось. По всей видимости, этого не хватило, и теперь начали конфискацию имущества всех родственников, детей, братьев, супруги. Дом моего дяди, в котором живут 3 семьи и который он приобрел в 70-е годы, хотят отнять. Никто из судебных приставов не дает нам внятного объяснения, на основании какого закона лишают нас имущества. Это наглое рейдерство. Когда мы разговариваем с сотрудниками уполномоченных органов, они опускают глаза и говорят, что они только солдаты и выполняют приказ. Мы и дальше будем следовать букве закона, несмотря на все трудности. И если бы была возможность, мы бы отдали все, что имеем, лишь бы отец был на свободе. Весьма популярная одновременно и российская, и узбекская певица Наргиз Закирова стала жертвой высокопоставленных ксенофобов в одном из московских ресторанов. Во время выступления победительницы шоу «Голос» некая подвыпившая дама не только бросила в певицу бокал, чем порезала ей ступни, но и обозвала узбечкой, убирающей унитазы. О происшествии певица написала у себя на страничке в сети. Наргиз Закирова возмущена не только тем, что ее унизили и нанесли увечья, но и что ресторан не предпринял никаких мер по ее защите, так как скандалившие посетительницы были вип-персонами. По словам Закировой, дама под шофе вышла к ней на сцену во время песни и заявила, что такие, как она, узбечки, у нее дома чистят унитазы, и добавила несколько нецензурных фраз. Следом за ней вышла еще одна дама, которая практически повторила первую. При этом охрана ресторана ничего не стала делать, а позднее попыталась представить слова скандалистки как выражение восхищения достигнутыми певицей высотами, а не как ксенофобское оскорбление. Певица в ответ назвала происходящее жлобством, прикрывающимся аристократизмом. Никто до сих пор не хочет называть имя скандалистки, хотя ее фотография у певицы имеется. Наргиз Закирова, известная в 3 странах певица, ныне проживает в США. Петь она начала еще в 80-е годы, в том числе в кинофильме «Невеста из Вуадиля». Улетаешь, за тобой мне не умчаться. Улетаешь и уносишь мое сердце.
С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.